личностно ориентированный. Это практика, лабораторные какие-то работы, это моделирование, работы в группах и тому подобное. Еще сразу я хочу вас познакомить, это с авторской моей программы, которую я в этом году апробировала в 11 классе, прикладной курс. Это БАДы и их влияние на организм человека. Я его зарегистрировала непосредственно сразу. Здесь вот вы видите, у меня есть и ISBN, есть, как говорится. Программа разработана на 34 часа, в результате чего этой программы дети, она не только у нас, она помогает сохранить их здоровье, но еще также она является для их профориентации. Выбор своей профессии, может быть, с фармакологией кто-то свяжет, может быть, непосредственно с химией, но самое, еще раз говорю, главная цель – это научить детей разбираться, чем отличаются БАДы от витаминов, что БАДы не являются лекарствами, ведь в настоящее время все кругом ими увлекаются. А чтобы сохранить их здоровье, мы ввели вот этот непосредственно курс. В этом году я его, еще раз говорю, апробировала. Все, спасибо, до свидания. Добрый день, коллеги. Школа Максима Горького, Туркестанская область, город Шардара. Синева Анна Николаевна, учитель физики, 35 лет стажа, подтверждаю, педагог-исследователь. Я сегодня по обобщению опыта педагогического хочу сказать, что за 5 лет я выпустила одну брошюру под названием «Личностно ориентированный подход на уроках физики как необходимое условие повышения качества образования». Вот мое произведение, так сказать. Здесь записаны самые интересные уроки, самый интересный опыт, полученный мной за 5 лет моей работы. И хочу сказать, что этот подход нацелен на самообразование, самостроительство, самореализацию личности ребенка. Естественно, это рассчитано на силы и возможности ученика, но знания, собственно, он добывает сам. Ну, это получается и, можно сказать, механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляция, самозащита. Все это срабатывает, и здесь указано как раз в моем сборнике. Очень интересный сборник, по возможности ознакомьтесь. Следующий момент. Значит, авторская программа под названием «Физическое загрязнение окружающей среды» для учащихся 10-11 класса общеобразовательной школы. Это моя авторская программа, 34 часа. Дело в том, что сейчас факультативы у нас не разрешены, вернее, не проводятся в наших школах. И я как детали, как элементы могла применять на своих уроках. Работает, очень интересно, тема актуальна. Ознакомьтесь и по возможности можете использовать на своих уроках. Это 10-11 классы. Физическое загрязнение окружающей среды. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите представиться, Садиярова Марина Анчева, учитель английского языка, коммунально-государственное учреждение, общеобразовательная школа имени Максима Горького. Я являюсь учителем английского языка, и стаж работы 33 года. В этом году я подтверждаю категорию педагога-исследователя. Я хочу показать вам свои работы. Это ППО на тему развития функциональной читательской грамотности на уроках английского языка. Моя задача – пробудить интерес детей к учебной, творческой, проектной и научно-исследовательской работе. Одним из видов функциональной грамотности является читательская грамотность. Это для начальной школы. Для начальной школы здесь представлены виды работы. Это активные виды работы, это, значит, чтение и анализирование текста, и работа с тонкими и вопросами, и закрытыми вопросами. В общем, все, что детям интересно на развитие их интеллекта. Еще мне хотелось бы представить вам свою авторскую работу. Авторская работа на тему развития речевых навыков, значит, с помощью современных обучающих стратегий в обучении английскому языку. Это авторская работа, в которой включено планирование,
34 урока. Она одобрена на педагогическом совете и методическом совете. Она представлена для работы тоже с начальной школой. В этой авторской работе представлены всевозможные интересные и познавательные варианты работы, чтобы было интересно на уроках, а самое главное – развивать речевые навыки. Спасибо большое за внимание. Как через 10 минут? Не на 2 часа же планировали. А что вы камеру выключили? Я ничего не видно было. Этот, как его? Мы можем кого-то из учителей поставить? Выключена камеру. Была запись или нет? Я не- Почему вы так громко разговариваете? Там вас слышно даже Да. вообще. Марина Ильичевна, камера выключена. Да попробовать этот, поставить этот, как его? Есть демонстрация. Вот, вот. Вот Да, это? да, да. Думаю, Ничего себе, это графика. Не разговаривайте, пожалуйста. как? Вот это, да? Да. ППУ. Подвиться. А что у нас здесь? Вот, ППУ, а авторская работа? Авторская не загрузилась. Авторская. Что что ли? Они не знаю, поэтому давай второй не видно. Чимкент, вам видно? Айгуля, работу видно? Видно, видно, давай. Уважаемые коллеги, я не совсем поняла, вы меня услышали, увидели, поэтому немножко повторюсь. Это обобщение передового педагогического опыта на тему развития читательской грамотности на уроках английского языка. Автор я, Садиярова Марина Анчева, должность моя учитель английского языка, категория педагог-исследователь. В этой работе показана направленность на начальные классы, изучение и, значит, подача опыта с помощью использования функциональной грамотности, и одним из таких компетентных направлений будет читательская грамотность. В работе собран опыт работы в течение 20 лет. Здесь представлены интересные идеи, можно применять на своих уроках и ознакомиться. Спасибо большое за внимание. Авторскую работу я до этого уже показывала вам. Развитие речевой компетентности с помощью современных обучающих стратегий. Вот эта работа. Я так думала, почему у нас камеры нет? Нас видно? Айгуль, нас видно? То видно, то не слышно. Тебя точно слышно. Нет, почему камера? Она же включена? Начать. А вот это. Сейчас только было все работало. Ой, боже. А вот сейчас работает камера? Она включена. Но видите, здесь вот она. Идет запись этой конференции. Давайте следующий раз запись идет. Спасибо, Марина Анчевна. Следующий, давайте хотя бы записывай это. Ну, голос это не это. Надо видео, чтобы было. Кто записывает вас хотя бы с телефона? Следующий. Потом. А я Құрметті әріптестер, Түркістан облысы Шардара ауданы Шардара қаласының Максим Горький атындағы жалпы білім беру мекемесінің кинодиология мұғалімі Ислам Ахатова, педагог зерттеушіні растау. Менің авторлық бағдарламам жаратылыстану бағытындағы Они ее не видят. химия сабағында пайдалану. Бағдарламаның Позовите тогда кто-нибудь. Бағдарламаның мақсаты жаратылыстану бағытындағы пәнаралық байланысы химия сабағында тиімді пайдалану арқылы оқушылардың ғылыми танымын кеңейту, зерттеу қабілеттерін дамыту және алған білімдерін өмірде қолдана білуге үйрету. Бұл бағдарламаның бірінші бөлімінде 12 сағаттан тұрады. Химиялық негіздер және пиза форматындағы тапсырмалар қамтиды.
Бұл бөлімде химиялық негізгі заңдар, ұғымдар қарастырылады. Сонымен қатар, оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға арналған PISA форматындағы сұрақтар талданады. Екінші бөлім 12 сағат қамтиды. Химиялық қолданбалы аспектілері. Бұл бөлімде химиялық білімнің күнделікті өмірдегі қолдануы қарастырылады. Және үшінші бөлім 10 сағатты қамтиды. Бұл жерде PISA форматындағы практикалық есептер және зертханалық жұмыстар. Бұл бөлімде оқушылар PISA стиліндегі зерттеу жұмыстары мен практикалық есептерді орындайды. Жалпы сонда 34 сағатты қамтиды. Және де менің педагогикалық тақырып бойынша педагогикалық тәжірибені жалпылау бойынша тақырыбым биология және химия сабақтарында білім алушылардың жаратылыстану сауаттылығын қалыптастыру және дамыту. Бұл тақырыпта қазіргі мұғалімнің алдында әртүрлі мақсаттар тұр. Функционалдық сауаттылыққа қатысты қасиеттерді дамыту, материалды механикалық жаттауға жүргізбей, өз шешімдерімен ойлауға, негіздеуге үйрету. Бұл жаратылыстану сауаттылық адамның ғылыми білімді қоршаған әлемді түсінуге, шешімдер қабылдауға және қоғамдық өмірге қатысу үшін пайдалану өте қажетті жағдай болады. Бұл тәжірибенің теориялық негізі жаратылыстану